Настольный теннис, казалось бы, незамысловатый вид спорта. Однако же быстро летящий теннисный мячик может вывести любого из равновесия. Конечно же, речь идет о психологической установке. Стрессоустойчивость является одним из важных аспектов успешного развития ребенка как спортсмена, а в настольном теннисе это качество стоит во главе. Мастер спорта по настольному теннису, молодой и успешный тренер Артем Лежнев, готовит ребят на соревнования не первый год. Его воспитанники, многократные победители разнообразных турниров, ставят себе цели по покорению спортивного Олимпа и с улыбкой вспоминают, как впервые познакомились с интересным олимпийским видом спорта. Дома бездельничал. Сказали, чем-нибудь заняться. Брат предложил мне заняться настольным теннисом. Попробовать решил. Первый день пришел, понравилось и начал дальше тренироваться. Спортшкола меня пригласила, там знакомый папы и папа. Тебе нравится заниматься? Да, конечно. Расскажи о своих успехах. В этом году на чемпионате Башкирии заняла 3-е место. И какие себе цели уже ставишь? Быть тренером настольного тенниса. Брат сказал, чтобы я пришел сюда. И попробовал, и понравилось. Какие ты успехи уже делаешь? В республиканском 2-е место. В всероссийском 1 раз 1-е занял. Какие-нибудь цели себе ставишь уже? Да. Куда ты хочешь попасть, куда пройти следующий этап? В сборную России. Я 1 раз в 4 годика увидела этот спорт. И мне захотелось. И мне папа сказал, что вырастешь, и ты будешь заниматься этим теннисом. И приехал Артем Олегович. И папа познакомился с ним в спортшколе. И он привел меня в 1 классе сюда. По словам тренера, отработка навыков по настольному теннису занимает у ребят значительную часть их свободного времени. Спортсмены отрабатывают технику ударов, которые наверняка должны направить мяч на поле стола соперника в таком виде, чтобы ответный удар был максимально невозможным. Здесь есть и свои секреты – скорость подачи, расположение игроков за столом. Конечно же, эти тайны раскрываются только в процессе усердных и многочасовых тренировок. В первую очередь, конечно, стараемся технику тренировать, чтобы как можно лучше было. И, соответственно, набираем объем тренировок. То есть некоторые ребята у нас занимаются по 4,5 часа в день. То есть это первая тренировка с утра до школы и вторая тренировка после обеда 3 часа. В январе в Уфе состоялся большой турнир при участии спортсменов из разных возрастных категорий. В первенстве Башкортостана сибайская 11-летняя теннисистка Ильгиза Кужина одержала абсолютную победу. Мы каждый день по 3 часа тренируемся. Сначала разминка, потом делаем начало с простых заданий на движение, а потом все сложнее и сложнее. А в конце мы или подаем подачу, или играем на счет между собой. Я почти что выезжаю каждый месяц на всероссийские там соревнования. Чемпионат Башкирии проводится один раз в год. У меня это первая победа, я всегда занимала 2-е и 3-е места. Я проигрывала своим соперницам некоторым. В возрастной категории до 12 лет среди юношей Фанис Суюндуков занял 2-е место. Из ребят 2009 года рождения и младше среди юношей Бахтияр Азаматов тоже привез почетное 2-е место. А вот Тагир Исенбаев и Леонора Ишкуватова закрыли призовые тройки в своих категориях до 14 лет. Со всей Башкирии более 300 спортсменов за 3 дня было. То есть все сильнейшие, кто был в Башкирии, все участвовали. Также производился отбор на сборную Башкирии. У нас 6 человек попали в сборную Башкирии. То есть это все призеры. Плюс Азамат Байназаров и Карина Искакова. На следующей неделе спортсмены едут в Татарстан на первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису, где участвуют юноши и девушки до 19 лет. Башкортостан будет представлять и ребята из Сибая. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.